Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана прибыл на отдых в Авазу. Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Турции. На выставке в Москве представлен знаменитый туркменский ковер и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся в трудовом отпуске, направился в расположенную на живописном побережье Каспийского моря национальную туристическую зону Аваза. Ранним утром глава государства прибыл в международный аэропорт столицы, откуда вылетел в город Туркменбаши Балканского вилаята. В воздушной гавани президента провожали официальные лица. Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в международном аэропорту Туркменбаши, где главе Туркменистана была оказана теплая встреча. Президент Сердар Бердымухамедов назначил Гурбандурды Бегенджева новым директором телеканала «Туркменистан» Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Другим постановлением глава государства освободил Ягмура Нурыева от занимаемой им должности руководителя телеканала по состоянию здоровья. Отметим, что созданный в 2004 году телеканал «Туркменистан» транслируется на 7 разных языках – туркменском, русском, английском, французском, китайском, арабском и персидском. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов, находящийся с визитом в Анкаре, провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава МИД Туркменистана передал президенту Турции приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Знаменитый туркменский ковер «Конный пробег» представлен на выставке под названием «Ковер истории», открывшейся во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Сюжет уникального туркменского ковра, сотканного в 1937 году на Ашхабадской ковровой фабрике, посвящен легендарному конному пробегу 1935 года, совершенного на скакунах ахалтекинской породы по маршруту Ашхабад-Москва. Тогда конный отряд, состоящий из 30 всадников, за 84 дня преодолел сложнейший путь длиной 4300 километров. Исторический пробег привлек внимание общественности, а его участники заслуженно стали национальными героями. В Ашхабаде 18 августа состоится масштабная благотворительная ярмарка-фестиваль «Лето-базар», объединяющая шопинг и развлечения. Мероприятие пройдет в отеле «Акалтын» с 16:00. Вход составит 20 манатов. Все собранные средства будут направлены на благотворительность. Посетители смогут приобрести стильную подержанную одежду, посуду и уникальные изделия ручной работы. Гости также смогут преобразить купленные вещи по своему вкусу. В древнем городе Хива завершился ежегодный фестиваль Ковун-Сайли, посвященный одному из самых любимых лакомств Узбекистана – дыне. Мероприятие привлекло внимание как местных жителей, так и иностранных гостей. За время проведения фестиваля Хорезмскую область посетили более 30 тысяч зарубежных туристов и около 400 тысяч гостей из других регионов страны. По итогам фестиваля были определены победители в различных номинациях. Организаторы также отметили достижения участников в области переработки и хранения дыни, восстановление древних хорезмских сортов, внедрение инновационных технологий и выращивание наиболее прибыльных и экспортных сортов. В Уэльсе Королевский монетный двор Великобритании открыл производство по переработке электронных компонентов и печатных плат с целью извлечения содержащегося в них золота. Согласно прогнозам, объем электронных отходов в Великобритании может вырасти с нынешних 50 миллионов тонн в год до 120 миллионов тонн к 2050 году. Глобальный прирост электронного мусора составляет 2,6 миллионов метрических тонн ежегодно. Полученное золото используется для изготовления сувенирных монет и ювелирных изделий. Ожидается, что из 4000 тонн отходов в год будет извлекаться до 450 килограммов золота. Алтын-Асыр готовится к решающему матчу отборочного этапа второй Лиги чемпионов АФК. Сегодня команда Яскули Ходжагильдиева встретится на выезде с индийским Ист Бенгал в Калькутте. Победа в этом матче обеспечит туркменскому клубу место в групповом этапе турнира. Матч с Ист Бенгал состоится на стадионе Солт-Лейк и начнется в 18:30 по ашхабадскому времени. Молодые спортсмены из Туркменистана готовятся к участию в международном учебно-тренировочном сборе по керлингу, который пройдет с 16 по 24 августа в норвежском городе Лилехаммер. 4 юниоров в возрасте до 16 лет представят страну в составе смешанной команды под руководством главного тренера национальной сборной Сакины Гуламалыевой. Мероприятие объединит молодых керлингистов из 14 стран, предоставляя уникальную возможность для обмена опытом и развития навыков в этом олимпийском виде спорта. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.